Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, гости канала, подписчики! Я рада вас приветствовать, и это расклады на неделю от 30 ноября до 6 декабря 2020 года. Сейчас посмотрим на события для каждого знака зодиака. Также на канале есть уже расклады на 2021 год для каждого знака. Вы можете попасть на этот плейлист по ссылке, которая будет в комментариях и под видео. Если это видео будет вам полезно, вы можете оставлять свои комментарии. Также к этому видео будет тайм-код, по которому вы можете попасть на любой знак сразу же. А сейчас я приветствую овнов. Давайте посмотрим, как будет проходить ваша неделя от 30 ноября до 6 декабря. Что будет у вас положительного, что будет у вас отрицательного и какой совет вам дают карты. У вас выходит двойка пентаклей, как карта, которая говорит о том, что будет хорошего на этой неделе у вас происходить. Двойка пентаклей – это карта очень приятная, когда мы адаптируемся к обстоятельствам, когда мы находим общий язык с другими людьми, когда нам комфортно, мы получаем деньги какие-то, которые нам нужны в данный момент, да, то есть все, что необходимо, к нам приходит. Также здесь у нас может быть ситуация, которая говорит о том, что какая-то деятельность на этой неделе будет направлена на то, чтобы менять вашу жизнь. У вас нет страха перед переменами, у вас нет страха перед тем, что что-то меняется в вашей жизни. Вы можете иногда суетиться, вы можете во имя каких-то денежных интересов что-то делать, да, то есть нужно будет решать материальные вопросы, они будут очень важны для вас. Ну и, конечно, здесь перемены, которые сулят выгоду. Это может быть какие-то договоры вы заключаете, или, может быть, работаете с деньгами, или, может быть, у вас прилив сил какой-то для выполнения работы. В общем, у вас нет никаких ограничений, у вас все в порядке, вы договариваетесь, вы зарабатываете, вы чувствуете себя комфортно, все хорошо у вас. Вот единственное, не допускайте слабости, не допускайте остановки в работе. И вот если появится такое настроение, когда вам не хочется ничего делать, вот желательно это преодолевать. Но все-таки, смотрите, в минусе выходит десятка жезлов. Не взваливайте на себя слишком много, чужих обязанностей на себя не взваливайте. Не позволяйте другим людям садиться к вам на шею. И не старайтесь сделать во что бы то ни стало, да, то есть нужно отдыхать, нужно обязательно давать возможность себе расслабиться. Желательно, конечно, чтобы были планы, были какие-то расписания на день, тогда будет легче. И еще по десятке жезлов вам не рекомендуется сейчас стараться достичь многого, да, вот, допустим, у вас сильные большие желания, но это не та неделя, когда вы можете прям очень сильно к цели продвинуться. Будут ограничения обязательно. Примите просто это и не волнуйтесь. Это временные ограничения, которые нужно просто переждать. Делайте все, что возможно, и все будет, в принципе, хорошо. Очень хорошая карта для того, чтобы встретить человека какого-то, который вам поможет зарабатывать, который вам поможет в жизни быть устойчивыми. Может быть, даже кто-то захочет вам помочь, но вот вы не перекладываете свои обязанности на других людей, потому что вам именно самим здесь нужно все решать. Какой вам совет? Карта «Мир». Замечательная карта, которая говорит о том, что вы многого можете в эту неделю достичь, просто делая то, что жизнь предлагает. Карта «Мир» – это ситуация, когда вы заканчиваете какое-то дело, вот, допустим, вам очень трудно, но вы все-таки доводите до конца. Это карта награды и успеха за хорошо выполненное дело. То есть нужно действительно все дела доводить до конца, все отношения, которые в конфликте
находится, да, вернее, как сказать лучше, все люди, с которыми вы конфликтуете, они в эту неделю как-то проявятся. И нужно будет сделать так, чтобы либо человек ушел из вашего круга общения, да, либо нужно будет помириться обязательно. Вот это очень важно. А также здесь может быть ситуация, когда для вас эта неделя как окончание какого-то важного периода, а потом для вас начинается что-то совершенно новое, как будто бы новая жизнь начинается. Поэтому нужно вот эту неделю просто довести до конца все то, что вы начали когда-то. И сделать так, чтобы какие-то отношения сложные, они наладились. Тогда все будет хорошо, тогда вы проживете эту неделю так, как нужно, так, как от вас требует жизнь. И, естественно, это даст удовлетворение, это даст счастье, такое чувство, что вы все делаете правильно. Или, знаете, может быть, на этой неделе вы найдете что-то такое, что вы упустили. Может быть, это в делах, может быть, это в деньгах, может быть, это люди, от которых вы когда-то отказались, они могут вновь вернуться в вашу жизнь, и вот вы обретете человека, которого давно искали. Уважаемые овны, отличной вам недели желаю. Не забывайте оставлять свои комментарии, переходите по ссылке, чтобы посмотреть, что будет вас ждать в 2021 году. И благодарю вас за ваше внимание. Перехожу к следующему знаку. Следующий знак у нас Телец. Посмотрим, что вас, дорогие тельцы, ждет на этой неделе с 30 ноября по 6 декабря. Так, все карты у нас убегают. По 6 декабря 2020 года. Посмотрим события, которые будут вас сопровождать. Так, что будет у вас положительного? Что будет отрицательного? И какой совет дают вам карты? Тройка Пентаклей очень положительная карта. Она означает заключение каких-то сделок, контрактов, приход денег, получение денег за какой-то проект. Здесь могут решаться вопросы, связанные с деньгами. Допустим, вы выплачиваете какие-то необходимые кредиты или погашаете какие-то счета. В общем, на все вам здесь хватать должно денежек. И здесь карта, которая символизирует профессионализм все-таки, да, и самосовершенствование. Вот особенно в плане работы здесь все происходит, да. В общем, упорное такое движение к цели. И главная задача по этой карте — выполнить работу с таким вот интересом, с любовью. Не просто гнаться за деньгами, да, а вот именно чтобы было приятно и вам, и тем людям, для кого вы эту работу делаете. Также карта владения собственностью. Может быть, будете решать вопрос с приобретением жилья, сделки заключать, или, может быть, будете решать вопросы с продажей собственности, с ремонтом помещения, что-то будете приобретать, может быть, в дом, или делать дизайн, проект. Что-то вот связанное с недвижимостью может здесь тоже потребовать вашего внимания. Также это карта карьерного роста. Может быть, кому-то будет предложено повышение. Может быть, будет ситуация, когда оценят ваше мастерство, ваш профессионализм, и вот будут какие-то последствия у этого. Также здесь карта заключения договоров. И, в принципе, вот очень благополучно все, что требует от вас вот вложений вашего профессионализма или вложения ваших денег, вложения чего-то такого, что надолго вам будет служить. А что здесь может быть отрицательного? Может быть,
вы не захотите как следует делать свою работу, да, где-то схалтурите или где-то непрофессионализм проявите, или, может быть, от того, что вы постоянно заняты и устаете, тоже что-то пропустите, сделаете какую-то ошибку, может быть, или проявите какое-то упрямство, вот тогда на неделе могут быть вот сложности. Если говорить о карте минусовой, да, что вот не нужно делать на этой неделе, или, может быть, что будет сложности какие-то создавать, здесь Верховная Жрица. Ну, карта говорит о том, что, может быть, вы слишком закрыты, может быть, вы не можете сделать какой-то выбор важный в жизни, может быть, вы не хотите учиться или излишне как-то строго относитесь к людям или к себе. Вот карта рекомендует все-таки очень, как бы это слово подобрать правильно, ну, очень чувствительными быть к тому, что происходит вокруг, что происходит у ваших близких, знакомых, что происходит на вашем рабочем месте. Вот если какие-то ситуации возникают, это для вас знак, вот в каком направлении развиваться. Если что-то положительное происходит, значит, мы туда идем. Если что-то отрицательное происходит, то, что нам не нравится, значит, мы исключаем это из своей жизни. То есть вот Верховная Жрица как показатель того, к чему нам нужно стремиться на этой неделе. Ну и, конечно, вот тайны, да, то есть не стоит, может быть, слишком много о себе рассказывать, и не стоит, может быть, вникать в чужие какие-то секреты, в тайны, потому что нужно на себе сосредоточиться, на своей деятельности материальной, на приобретениях и так далее. Совет. Колесо фортуны для вас выпадает, уважаемые тельцы. Это значит, что вам нужно уважать время, может быть, составлять какие-то списки, графики, да, когда у вас дела расписаны. И это, конечно, будет очень вам помогать. А также здесь совет ожидать чего-то хорошего от жизни, какой-то награды, какого-то успеха, каких-то возможностей. Или, может быть, совет вернуться к каким-то исходным позициям в чем-то. Ну, допустим, вы хотите повысить свой профессионализм. Может быть, нужно вернуться к началу и пройти все вот как бы этапы вашего обучения для того, чтобы вот проверить, чтобы не было ничего упущено. Или, допустим, отношения. Что-то вы сделали не так, может быть, расстались с человеком, да, и вот вы можете здесь вернуть этого человека, просто осознав свои ошибки какие-то, да, вот мудрость какую-то проявив. Очень хорошая неделя для тельцов, какая-то неожиданная удача может прийти, неожиданный успех и неожиданное решение каких-то очень-очень важных для вас вопросов. Вот такая неделя для вас, тельцы. Не забывайте переходить по ссылке, смотреть прогноз на свой 2021 год. Не забывайте о своих комментариях. Благодарю вас за ваше внимание и перехожу к следующему знаку. Следующий знак у нас Близнецы. Уважаемые Близнецы, посмотрим, что положительного будет у вас на этой неделе с 30 ноября по 6 декабря, что отрицательного. И почему-то закрытые карты положила, всем открывала, а вам закрыла. И то, что вам будет советовать карта. Давайте посмотрим, что положительного. Вы можете что-то очень важное начать в своей жизни, проявить инициативу, начать сначала, начать обучение, познакомиться с кем-то, начать какое-то дело свое, использовать какие-то возможности, шансы, которые приходят к вам на этой неделе. Могут возникнуть какие-то новые дела, новые люди могут прийти в вашу жизнь, и, может быть, идея какая-то придет, которую нужно сразу начать воплощать. Очень хорошая карта, инициативная. Вот так вы будете себя чувствовать на неделе. Давайте посмотрим, что вам будет мешать. Будет мешать шестерка пентаклей.
Но здесь может быть излишнее вовлечение в дела других людей. Может быть, люди из прошлого возвращаются и требуют от вас внимания, требуют вашей помощи, может быть, просят у вас денег или еще что-то такое, да. Вот здесь плохо, когда вы свой ресурс тратите на то, чтобы другим помогать. Вам на этой неделе нужно себе помочь, уважаемые близнецы. У вас прекрасная энергетика вот на неделе для того, чтобы решать какие-то вопросы, переходить на новый уровень. В общем, вы здесь действительно можете свою жизнь изменить. Поэтому любое переключение на жизнь других людей, оно будет вредно, оно будет забирать энергию. Также по шестерке пентаклей у нас идет какая-то потеря, да, то есть мы можем потерять какой-то предмет, мы можем расстаться с каким-то человеком, мы можем потерять какую-то возможность, что для нас нежелательно, да, поэтому смотрите, будьте внимательны, сконцентрируйтесь на себе, уделяйте внимание по максимуму себе, и если есть у вас какие-то планы начать что-то или шансы какие-то приходят, делайте это на время, забудьте о том, что вы кому-то что-то должны. Прежде всего, вы должны на этой неделе себе. Что вам рекомендуют карты? Поменяться, очень сильно поменяться за эту неделю нужно. Поменять, может быть, свое мировоззрение, поменять свою финансовую сферу, с другим человеком стать. Будут ситуации на этой неделе очень-очень важные. У вас действительно жизнь начинается, да, то есть нужно как-то достойно завершить тот период, который закончился, довести все до конца, поставить точку там, где это нужно было сделать. Может быть, здесь, кстати, карта выздоровления, да, если у кого-то была болезнь, то здесь вот как раз силы появляются, такая мощная энергия приходит оздоравливающая, и вы абсолютно здоровы уже здесь. Ну, в общем, эта неделя действительно очень будет напряженная, но от вас здесь очень многое зависит, насколько вот эта перемена будет для вас полезна. Перемена все равно будет в вашей жизни, но это или вы будете участвовать в жизни других людей, а не свою жизнь менять, или вы будете все-таки для себя что-то делать полезное. Вот рекомендуется вам все-таки заняться собой, уважаемые близнецы. Не забудьте оставлять комментарии под этим видео, как у вас неделя проходит. Переходите по ссылке на прогноз 2021 года для вас. И благодарю вас за ваше внимание. Переходим к следующему знаку. Это будут раки. Ваша неделя с 30 ноября до 6 декабря 2020 года. Посмотрим, какая для вас будет неделя, что будет в ней положительного, что будет в ней отрицательного и какой будет совет. Опять почему-то карты положила рубашкой вверх. Ну хорошо, смотрите, у вас будет, давайте сразу все карты перевернем. Так, они еще и переворачиваться не хотят у нас. Вот так. Здесь у нас ситуация, когда придется успевать везде. Скорее всего, либо у вас будет одновременно 3 каких-то важных проекта, или 3 дороги за неделю, да, или, может быть, 3 командировки, или, может быть, 3 важных встречи с людьми, которым вы испытываете какие-то чувства. Вообще тройка мечей, карта сложная в том плане, что нам приходится принимать какое-то решение, а принять его трудно. Чувства говорят одно, разум говорит другое. И вот мысли, вот эти мечи, да, они заставляют нас переживать. То есть мы, с одной стороны, хотим чего-то, с другой стороны, понимаем, что нам это вредно, допустим. Или, может быть, у нас какой-то беспорядок в делах, мы слишком эмоциональны, мы ничего не планируем, не распределяем. Из-за этого у нас вот накапливаются проблемы, сложности, какие-то ошибки мы можем допускать, нам могут выговаривать. Допустим, если мы работаем, да, то наше начальство может нам здесь выговаривать то, что мы
что-то упустили, да, где-то ошибку допустили. Также здесь проблемы могут быть в близком окружении. Это братья, сестры, соседи, друзья. Какие-то могут быть недопонимания, какие-то могут быть излишние слова какие-то критические и так далее. В общем, тройка мечей – это карта, когда нам тяжело эмоционально. Нам очень сложно свои чувства подчинить разуму, но это обязательно нужно сделать. Обязательно расставить все по местам, потому что тогда вы будете чувствовать себя прекрасно. Вы воспользуетесь своим разумом для того, чтобы навести порядок в жизни, для того, чтобы навести порядок в своем окружении. Может быть, понять, кто вам друг, кто вам враг. Может быть, нужно отказаться от каких-то лишних отношений. Может быть, нужно решить вопрос с обучением, с поездками какими-то. Может быть, здесь средства связи, да, вот, может быть, проблема, какой-то ремонт нужен, или нужно приобретать средства связи. У вас, допустим, и так достаточно расходов, да, вот такая ситуация тоже может у вас произойти. И нужно решить обязательно на этой неделе все вот эти вопросы. Не нужно поддаваться унынию, не нужно переживать. Здесь ситуация, которая легко решится, если мы только будем все планировать и разумно ко всему относиться. Не будем разрешать чувствам брать верх. Что будет отрицательного? Восьмерка пентаклей. Ну, в принципе, эта карта положительная, восьмерка пентаклей. Она дает возможность зарабатывать, проявлять свой профессионализм, быть верным себе, быть верным другим людям. В общем, может быть, вам не стоит слишком много работать, может быть, вам нужно взять какой-то отпуск, может быть, даже день какой-то сделать для себя выходным в течение недели. Может быть, вам не нужно тратить деньги на какие-то мелочи. Ну, допустим, какая-то распродажа на этой неделе, и вы вдруг решили, да, что вам какие-то вещи нужны, которых вы вообще даже не хотели покупать. Раньше у вас не было это в планах, и вдруг вы увидели, да, что это можно дешевле купить, и потратили большое количество денег на это. Вот это на этой неделе не стоит делать. А также здесь может быть ситуация, когда вы слишком гордитесь собой, своими достижениями в работе. Может быть, вы гордитесь тем, сколько вы зарабатываете, да, и вот как-то вот это превосходство, оно может менять ваши близкие отношения, да, то есть люди могут вот это чувствовать, что вы гордитесь, что вы стараетесь их как-то превосходить, да, и вот из-за этого могут быть сложности, какие-то конфликты. Или, может быть, вы не хотите помочь кому-то деньгами, да, вот, допустим, человек у вас просит близкий помощи, а вы решаете, что нет, я не помогу, потому что, ну, принципы у меня, допустим, такие. Вот тоже нежелательно, потому что тогда может возникнуть ситуация обратная, когда вам потребуется помощь, и вот этот человек тоже вам откажет, не поможет. Ну или кто-то другой, да, просто ситуация может вернуться. Что вам рекомендуют карты на этой неделе? Королева жезлов. Это планы, это цели, это желания, которые заставляют нас двигаться вот в определенном направлении, когда мы своей жизнью руководим, когда мы очень хорошо и тепло относимся к людям, когда мы всех вдохновляем. Но опять же, вот карта предупреждает, чтобы не было гордыни. Обязательно следите за тем, чтобы ни с кем себя не сравнивать, тогда все будет хорошо. А также здесь ситуация какая-то будет с другом у вас, да, либо новый друг у вас появится, человек, который может стать вашим другом, либо какая-то ситуация у друга будет происходить, когда нужно будет ваше участие. Вот именно тема дружбы, она выходит на первый план, и вам рекомендуется уделить этому внимание. Или, может быть, самим кому-то стать другом. Давайте посмотрим следующий знак. А с вами, уважаемые раки, я прощаюсь. Переходите по ссылке, смотрите свой прогноз на 2021 год. Благодарна вам за ваше внимание. Оставляйте ваши комментарии по поводу событий на этой неделе. Всего вам доброго, отличной вам недели. Давайте посмотрим, что ждет теперь львов. Уважаемые львы,
прогноз на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года для вас. Что вам будет помогать? Так, опять я переворачиваю. Что вам будет мешать на этой неделе? И совет. Посмотрите, у вас 2 туза выпало, да? Но смотрите, туз мечей – это карта такой целеустремленности, карта, когда мы принимаем какое-то решение или что-то лишнее отбрасываем. А туз пентаклей – это у нас больше связано с успехом денежным, да? Когда у нас материальное благополучие есть или оно нас волнует. Да? В общем, смотрите, на этой неделе будет 2 вида шансов у вас. Один шанс – это то, что нужно реализовывать, это какая-то ваша решимость, это принятие очень важного какого-то решения по поводу изменения своей жизни. Туз мечей у нас карта, которая больше всего связана с деятельностью, обучением, поездками и окружением нашим. И вот, скорее всего, вот нужно будет принимать решение именно в этой сфере. И это для вас будет очень важно. То есть нельзя откладывать. Если вот какая-то ситуация острая возникла, нужно ее срочно решать. Если что-то мешает вашей жизни, срочно это нужно из нее убирать. Если кто-то вас здесь обижает, оскорбляет, нужно срочно эти отношения переводить на другой уровень, да, когда человек не может вас ранить. Любая ситуация, когда вам некомфортно, неудобно, она должна быть решена на этой неделе. Вы можете отложить что-то на потом или подумать, допустим, что можно там потерпеть, можно подождать, когда ситуация сама разрешится, или, может быть, допустим, ваша материальная какая-то выгода, она может выйти на первый план. Ну, допустим, этот человек меня оскорбляет, но я могу от него получить какую-то выгоду в плане финансов, материального обеспечения. Или, допустим, этот человек ко мне плохо относится, но мне же надо где-то работать, и я вот поэтому потерплю. В общем, какие-то такие ситуации могут происходить у вас, дорогие львы, когда нужно будет делать выбор, что для вас важнее. И вот карты рекомендуют вам все-таки не терпеть то, что вас ранит, не терпеть то, что вам мешает жить, да, не делать выбор в пользу того, чтобы перетерпеть ради какой-то материальной выгоды. Совет, какой вам дают карты, 8 кубков. Как бы недорого вам было прошлое отношение, прошлая работа, прошлый доход или еще что-либо в прошлом, нужно повернуться к этому спиной и начать двигаться в новую сторону, потому что все-таки пришло время для того, чтобы менять жизнь, пришло время для того, чтобы уважать себя, для того, чтобы начинать какие-то новые проекты, самореализовываться. Может быть, победить в чем-то, да, вот, может быть, вы все время старались как-то отложить критическую ситуацию на потом, но вот пришло время на этой неделе все-таки решать. 8 кубков у нас карта, знаете, жертвы, да, когда нам действительно что-то тяжело сделать. Мы должны жертвовать чем-то во имя чего-то. И вот как бы неделя, она такая сложная. Но смотрите, луна светлая, да, птица на фоне луны. Это прояснение каких-то ситуаций, приход новой информации необходимой, которая вас подтолкнет к изменениям. Дорогие львы, вот такая неделя у вас непростая, но шансы будут все изменить к лучшему. Да? Самое главное здесь сделать правильный выбор. Что будет у вас происходить, можете делиться со своими комментариями, да, пишите комментарии по поводу того, как ваша неделя проходит. Переходите, конечно, по ссылке, смотрите свои прогнозы на 2021 год и благодарю вас, уважаемые львы, за ваше внимание. Давайте перейдем к следующему знаку, это будет у нас Дева. Уважаемые девы, для вас прогноз на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года. Посмотрим, какая у вас будет неделя. Что вам будет помогать? 9 жезлов. Что вам будет мешать? Император. И совет, какой вам дают карты на неделю.
Итак, девятка жезлов для вас, дорогие девы, говорит, что вам придется повоевать. Может быть, вам придется отстаивать что-то очень дорогое для вас, что-то, что вы давно заработали, заслужили, да. А здесь вот ситуация, когда вас жизнь испытывает на прочность. Да, это прям какие-то испытания могут быть, сознательно, может быть, какие-то люди вам устраивают испытания, или, может быть, это какие-то экзамены, если вы учитесь, или, может быть, это какие-то проверки на работе, если вот вы, допустим, какое-то ответственное лицо, или материально ответственное, или за людей отвечаете, за какой-то проект, может быть, отвечаете. И вот девятка жезлов, в принципе, вот эта карта хорошая, она означает победу, но только в результате вот применение вашей силы воли, да, когда вы действительно стараетесь для того, чтобы победить. И здесь могут быть сомнения у вас в правильности того, что вы делаете. У вас могут быть сомнения в плане того, что правильно вы цели поставили или нет, туда ли вы идете, тех ли вы выбрали там учителей, покровителей, начальства и так далее. То есть у вас какие-то сомнения могут быть в этой сфере. И здесь какие-то тайны еще могут всплывать. Либо вы что-то скрывали, и это начинает выходить на поверхность. Или, может быть, от вас что-то было скрыто, и вы на этой неделе узнаете. Это будет положительно на вас сказываться. Можете решить какие-то проблемы с недвижимостью, да, допустим, давно хотели там поехать посмотреть, допустим, недвижимость для того, чтобы ее приобрести, или наоборот, хотели показать недвижимость, чтобы ее продать. Также ситуация, когда были какие-то трудности, сложности, связанные с работой, с отношениями, знаете, когда вот ну никак не решалась ситуация. Вот на этой неделе появится необходимость ее решить. Может быть, вы не так хотите этот вопрос решать, но он станет ребром, да, потребуется от вас ну, вовлечение в ситуацию. Что вам будет мешать? Когда вы будете слишком самоуверенны, когда вы будете стараться проявить свою власть, очертить какие-то границы, да, то есть вот на этой неделе вам все-таки нежелательно быть такими упрямыми, да, или ни с кем не советоваться, или, может быть, не искать помощи чьей-то защиты. Вот это вредно будет. Наоборот, обращайтесь к людям за помощью. Если это ваше начальство, да, вы можете здесь решить любой вопрос, если пообщаетесь, да, если будете проговаривать то, что вы думаете, спрашивать совета, искать помощи, там, защиты и так далее. А также не стоит принимать какие-то очень важные решения на этой неделе, потому что не время сейчас еще пока что. Нужно что-то завершить вам, почувствовать себя уверенно, да, когда вот у вас закончится вот этот период, тогда только вот можно будет какие-то важные вещи делать. Ну, вплоть до того, что, может быть, даже недвижимость покупать, да, стоит пока что отложить на этой неделе, лучше этого не делать. Можно подготовить как-то все, но не нужно этого делать будет. Также по императору, что здесь важно? Может быть, вам очень хочется оставаться в безопасности, в стабильности, а вам нужно как-то выходить с этого состояния, да, и вам может быть очень страшно. Но все-таки постарайтесь сделать так, чтобы проблема была решена, даже если вам это сложно дается. Также, может быть, не нужно стараться сегодня на этой неделе решить все проблемы абсолютно, да, то есть ничего страшного, если это будет все постепенно происходить. Шестерка кубков как совет вам выпадает, уважаемые девы. Здесь такая ситуация. Вам нужно будет обязательно сделать все, чтобы почувствовать себя комфортно на этой неделе, чтобы, может быть, помириться с какими-то людьми из прошлого, может быть, вернуться в какие-то обстоятельства, которые в прошлом у вас как-то тяжело у вас проходили, да, и как-то с этим совсем разобраться. Вообще шестерка кубков у нас карта хорошая, она означает такое состояние внутреннего равновесия, когда мы
спокойные, когда умиротворенные, когда такая внутренняя безмятежность какая-то, да, и вот нужно к этому стремиться. Нужно заканчивать дела, которые вот требуют вашего внимания, для того, чтобы у вас на душе стало спокойно. А вам нужно решать вопросы с близкими людьми для того, чтобы был мир между вами, да, чтобы опять же вам было всем хорошо и спокойно. А также, может быть, стоит мириться с помощью каких-то подарков, каких-то сюрпризов, решать какие-то вопросы добром обязательно, да, не с помощью конфликта. Тоже это очень хорошо может помогать. Но в любом случае вот нужно заняться своими прошлыми какими-то делами, довести их до конца, прежде чем вот переходить на какой-то новый уровень. Прям требует этого жизнь. Благодарю вас за внимание, уважаемые девы. Вы можете посмотреть свой прогноз на 2021 год, пройдите по ссылке в комментарии и не забывайте оставлять свое мнение по поводу того, что у вас на этой неделе произошло. Буду очень рада. Теперь переходим к следующему знаку. Это будет у нас знак весов. Уважаемые весы, давайте посмотрим, какие события будут происходить у вас на неделе с 30 ноября по 6 декабря 2020 года. Что будет положительного у вас, что будет отрицательного и какой совет. Так, снова карты у нас выпали, да, вроде бы мы и помешали. Так, посмотрите, пятерка пентаклей выпала в положительную позицию. Это, карта такая очень неоднозначная, да, то есть здесь у вас что-то меняется в финансовой сфере, в денежной сфере. И вот пятерка пентаклей – это карта силы духа, который вам помогает справиться с жизненными трудностями. Также эта карта указывает на то, что нужно заниматься какими-то рутинными, каждодневными делами, обязанностями, которые, может быть, не всегда приятно делать, но это необходимо для того, чтобы зарабатывать какие-то необходимые деньги, для того, чтобы выполнять свои обязательства, которые вы на себя взяли. Также здесь ситуация, когда вы можете что-то потерять, но взамен этого обязательно приобретете что-то важное и ценное. Или, допустим, отдадите даже, может быть, не потеряете, а может быть, что-то отдаете кому-то и получаете в дар от судьбы что-то очень важное и ценное для вас. Но все, что для каждого из вас ценно, вы знаете. Для кого-то это отношения, для кого-то это работа, деньги. Вот в чем вы нуждаетесь больше всего, вы получите, если отдадите что-то сами кому-то. Да, вот кто-то нуждается, вы помогли и получили вот то, что вам больше всего нужно. Либо, если здесь потеря какая-то произойдет в течение недели, у вас может как раз ситуация проиграться через какое-то время, то есть вы можете получить какое-то вознаграждение, да, вы можете восполнить какие-то свои ресурсы через какое-то время, то есть не бойтесь, что потеря произошла и не будет никакого возмещения, обязательно что-то придет взамен этого. Может быть какой-то опыт очень важный, положительный, который вас в дальнейшем от трудностей убережет, да, или, может быть, это трудности, которые приводят к успеху. То есть здесь вот такая ситуация очень непростая у весов происходит. А также здесь может быть истощение каких-то ресурсов. Ну, допустим, заканчиваются деньги. Или, может быть, вы очень устали, не отдыхали долгое время, да, и вот вам нужно выспаться обязательно. Или, может быть, вы уязвимы становитесь для каких-то людей, которые желают вам не добра, да, вот, и знаете, может быть, даже в любовных отношениях какие-то проблемы могут проявиться, или слишком много забот материальных, и ваша душа просто уже от этого устала, или, допустим, цель, которая у вас есть, но никак не достигается, вы как ни пытаетесь, да, а до цели дойти не можете. Ну, довольно-таки сложная такая неделя, но вот все-таки нужно будет обязательно кому-то помочь. Вот даже вот у нас карта совета девятка жезлов. Это когда мы за кого-то заступаемся, когда мы решаем какие-то вопросы с помощью силы воли. Да? Вот эта карта говорит, что если вы кому-то поможете, то жизнь поможет и вам.
как бы дашь на дашь такой происходит, да. Что не нужно делать? Шестерка кубков. Не нужно думать о прошлом, не нужно думать о том, как кто к нам относится. И не стоит вообще обращать внимание сейчас на какие-то ситуации, которые вот никак не решаются. Да, вот они в прошлом не решались, и они сейчас могут не решаться. Вот не стоит делать из низкого ресурсного состояния сейчас какие-то большие великие вещи, да? Даже если от вас вот ваше окружение требует внимания, поддержки, но вы просто сейчас не можете этого им дать. Поэтому занимайтесь собой, занимайтесь своей жизнью, старайтесь увеличить свои ресурсы хотя бы вот в плане здоровья, в плане энергии. Как только энергия поднимется, так сразу же у вас денежные вопросы тоже пойдут расти. Вернее, не вопросы расти, а денежные доходы начнут расти. Что вам советуют карты на эту неделю? Девятка жезлов выпадает. Нужно стоять за себя, нужно обязательно добиваться какого-то важного решения, одобрения, может быть, от каких-то людей, да, какие-то документы, может быть, нужно дооформить, может быть, нужно довести проект какой-то до конца. Вообще девятка жезлов – это, конечно, карта прочности, да, и вот вам нужно оставаться прочным, несмотря ни на что, стоять на своем, доказывать, может быть, какие-то свои права. В общем, здесь действительно неделя такая, может быть, напряженная, и если учитывать то, что такой вот ресурс очень низкий, энергетический, да, это будет не просто сделать. Но все-таки это возможно. Раз карты рекомендуют, значит, это возможно. И девятка жезлов говорит о том, что скоро ваши проблемы заканчиваются. Девятки – это уже окончание цикла. Это как бы последние такие шаги, последние штрихи, которые вам нужно сделать для того, чтобы вот перейти на новый уровень. И здесь, знаете, вот есть ограничения в достижении целей, но как только вы эту неделю вот будете решать настойчиво свои вопросы, да, у вас сразу на следующей неделе, возможно, откроется уже ситуация, когда вы сможете выйти победителем, да, когда вы уже будете чувствовать себя совершенно другим. Да, может быть, здоровье наладится, может быть, деньги придут, может быть, с работой вопрос какой-то решится. Но вот эта неделя напряженная, следующая неделя уже даст вам какой-то результат. Это уже хорошо. Уважаемые весы, благодарю вас за внимание. Пишите в комментариях, как прошла ваша неделя. Переходите по ссылке на видео ваше на 2021 год. А я перехожу к следующему знаку. Это будет знак Скорпиона. Посмотрим, что вас ждет, уважаемые Скорпионы, на неделе с 30 ноября по 6 декабря 2021 года. Что вам будет помогать, что вам будет мешать и какой совет вам дают карты на эту неделю. Все старшие арканы выпадают Скорпионом, и это значит, что неделя для вас преобразующая, да, неделя для вас важная. То есть вы действительно на этой неделе заканчиваете какой-то важный очень цикл, который связан с, вот знаете, самым важным в вашей жизни. Это может быть какая-то награда за то, что вы делали раньше. То есть эта неделя очень успешная. Может быть, будут приходить какие-то крупные заказы. Может быть, вы закончите какой-то один проект и будете уже готовы, может быть, принять какую-то новую должность, да, может быть, принять какую-то новую работу, или, может быть, вы решите куда-то переехать. Вот по карте мира очень часто может быть, когда мы переезжаем с места на место. Или это просто вот ощущение внутри себя, что вот я сделала то, что было для меня важно, да, я достоин всего самого лучшего в жизни. То есть вот это ощущение, оно может быть внутри. То есть будете ощущать себя таким совершенным человеком, счастливым человеком, удовлетворенным. Вы будете чувствовать себя вот тем, кем являетесь на самом деле. То есть вам не нужно будет притворяться. Очень хорошая карта. Также по этой карте возвращается всегда то,
что мы упустили. Вот эта карта у нас окончание цикла, да, и вот на протяжении этого времени что-то могло быть упущено, как шанс, как человек, вот все что угодно, да, просто потерян какой-то предмет. И вот вы здесь находите то, что потеряли на этой неделе. Также здесь карта союза, единения, да, может быть встреча с человеком вашей второй половинкой, или может быть заключение брака, или может быть еще какие-то очень важные вещи в отношениях происходят. Это все на благо. Что будет мешать? Верховная жрица. Закрытость, когда мы не доверяем, когда мы вот остаемся в одиночестве и не делимся ни с кем, да, своими знаниями, своими переживаниями и так далее. Еще карта жрица может говорить о том, что мы можем постоянно находиться в каком-то таком внутреннем раздрае, да, когда не знаем, как поступить. Вот так хорошо или так хорошо. Вот в эту сторону пойти или в эту. То есть вот любые вот эти сомнения, они будут нам мешать. А также здесь карта может быть какой-то резкости, да, когда мы резко с кем-то обходимся, сухо общаемся, когда мы, может быть, слишком строго подходим к людям, может быть, критикуем или осуждаем, да, вот здесь вот не стоит этого делать, потому что вам это навредит. То есть либо так, вот вы не можете сразу в двух состояниях находиться. И совет вам, маг, нужно начинать думать о том, как вы будете жить дальше. У вас период заканчивается, начинается следующий. Может быть, нужно чему-то новому научиться, может быть, нужно найти новую работу, начать новое дело, новый источник дохода найти. Может быть, нужно завязать новые знакомства, познакомиться с новыми людьми, новых друзей завести. Вот все, что вам хочется, нужно запланировать и, возможно, на этой неделе уже что-то начать осуществлять, какие-то первые шаги уже сделать. Отличная неделя у вас, очень такая судьбоносная, уважаемые скорпионы. Желаю, чтобы все у вас получилось. Пишите в своих комментариях, как у вас неделя прошла. Переходите по ссылочке, смотрите свой прогноз на 2021 год. Благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. И перехожу к следующему знаку, Стрелец. Посмотрим, что ждет стрельцов на неделе с 30 ноября по 6 декабря 2020 года. Что будет помогать? Десятка мечей. Что будет мешать? Паж кубков. Так. И совет. Снова маг выпадает у нас. Смотрите, десятка мечей говорит о том, что придется с чем-то расстаться в этой жизни вам, да, вот на этой неделе. Возможно, это будет больно, возможно, это будет трудно, и вы не захотите отпускать какую-то ситуацию, каких-то людей, что-то заканчивать, но это сделать нужно обязательно, потому что время пришло для того, чтобы двигаться дальше, расширять какие-то свои возможности, себя на новый уровень выводить, да, то есть вот для вас начинается период очень активный, когда вы можете стать тем, кем хотели давно. Это карта воли, это карта возникновения новых дел, новых идей, это карта каких-то способностей, проницательности какой-то. Это же маг у нас, да, он знает, как лучше, он знает, куда нужно двигаться. И здесь, вот знаете, сама жизнь вам помогает в том, чтобы что-то новое открывать. У вас будет состояние, когда вы привязаны к прошлому, когда нужно заканчивать какие-то старые дела, или, может быть, есть еще эмоциональные какие-то зависимости от людей, вещей, обстоятельств, места и так далее. То есть вот такая сложная ситуация может быть. И вообще вот десятка мечей, это, конечно, либо, знаете, самые настоящие слезы, да, или когда внутри у нас вот такое вот чувство жалости к себе, да, и оно может, конечно, мешать нам на этой неделе. Вообще-то нужно радоваться, да, закончилось одно, начнется обязательно другое. Жизнь не стоит на месте, все постоянно развивается, растет, поэтому не стоит ничего бояться. Тем более астрологически эта карта связана с Солнцем в Водолее, то есть мы просто неправильно используем вот эти энергии, которые нам даются. По сути, мы должны
поблагодарить жизнь, да, за освобождение и радоваться. Солнце — это всегда радость, это какой-то, знаете, предвкушение каких-то новых побед, да, это какая-то теплота, это прояснение чего-то. То есть, по сути, мы должны здесь быть счастливы от того, что мы уходим в новое. Но вот память, она, конечно, еще пока держит, и поэтому тяжело. Что будет мешать? Паж кубков. Когда мы слишком привязаны к чувствам, когда мы слишком как бы нереально смотрим на жизнь, как будто мир для нас сказка, как будто мы не понимаем, что на самом деле от нас требуется. Да? В общем, Паж кубков — это карта, когда к нам приходят какие-то известия, и мы как-то слишком эмоционально на это реагируем. Или иллюзии какие-то строим для себя, да? Или, может быть, пытаемся удержать то, что уже удержать не нужно. Да, это все-таки у нас карта нового цикла, тоже Паж. Не нужно стараться как-то приукрашивать то, что есть на самом деле. Некоторые события, некоторые вещи могут быть не такими уж приятными, но нужно посмотреть на это на все трезво. Ну и также здесь ситуация с детьми может быть. Может быть, мы не хотим реализовывать себя, решать свои какие-то проблемы, вопросы, а просто переключаемся на дела детей и уходим в их жизнь. Перестаем жить своей жизнью, да, начинаем жить жизнью других людей, своих детей и так далее. Это тоже, конечно, не выход. Вот эта неделя дана стрельцам для того, чтобы свои какие-то вопросы решить, себя развить, какие-то новые идеи будут приходить, и их можно начать уже даже осуществлять. Уважаемые стрельцы, это была ваша неделя. Пишите в своих комментариях, как все проходило у вас. И посмотрите по ссылке, пройдите ваш расклад на 2021 год. Может быть, он будет вам полезен. С вами я прощаюсь и перехожу к следующему знаку. Это будет знак Козерог. Посмотрим, что ждет Козерогов в неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года. Что будет у вас положительного? Так, переворачиваем. Что будет отрицательного? И какой совет вам дают карты? Козерогам придется заниматься какими-то делами из прошлого. Люди какие-то приходят из прошлого. Может быть, это, может быть, даже места, в которых вы раньше были или жили даже, да, может быть, это места детства или где вы учились. Вам придется посещать, либо люди оттуда будут приезжать, либо новости оттуда будут приходить, или какие-то, может быть, дела будут требовать вашего решения. Но шестерка кубков — это карта, когда все очень мирно, тихо, спокойно, все решается. Если приезжают друзья, то с подарками. Если вы решаете вопросы, то с выгодой для себя. В общем, здесь все происходит очень даже хорошо. По шестерке кубков у вас состояние умиротворения, состояние радости, когда вы получаете то, что хотите. Если надо помириться, вы помиритесь. Если надо кому-то помочь или вам нужна будет помощь, тоже вы ее получаете. В общем, в принципе, здесь все в порядке, все хорошо. И, может быть, даже превосходит ваши ожидания. Также по шестерке кубков может быть ситуация, когда вы получаете какие-то выигрыши, какие-то, может быть, премии даже, да, вот, допустим, давно что-то сделали, какой-то проект, и, может быть, даже обижались, что вот никто не заметил, да, никто не поощрил никак, не похвалил, и вот вам за прошлые какие-то заслуги могут приходить какие-то вознаграждения, может быть, это просто напоминание о том вам придет, что вы что-то полезное сделали для кого-то. То есть это будет очень приятно вам и радостно. Может быть, здесь какой-то детский вопрос будет решаться тоже благополучно. Может быть, здесь какая-то ситуация с праздниками, с именинами. Может быть, будете, допустим, отмечать дни рождения, может быть, родителей, да, или тех людей, с которыми вы раньше общались или давно знакомы. Что будет мешать? Семерка пентаклей.
Но, в принципе, мешать будет то, что вы, может быть, хотите слишком много сразу, да, и не хотите ждать. Или, может быть, слишком высокие требования предъявляете к друзьям, хотите, чтобы они вам помогали, допустим, да, может быть, сейчас это не очень хорошее время для них, может, у них какие-то трудности свои личные есть. Вообще, семерка пентаклей карта, когда мы стремимся к большему, когда человек вот хочет больше и больше. Это, конечно, позволяет двигаться вперед, но на этой неделе это будет вредить. То есть нужно как-то расслабиться, нужно взвесить свое прошлое, проанализировать, да, решить какие-то прошлые вопросы и тогда уже двигаться дальше. В общем, слишком много трудиться на этой неделе – это вредно. Слишком много денег хотеть тоже вредно, да, и может быть даже, знаете, заключение брака очень часто по этой карте идет, может быть, не очень хорошая неделя для того, чтобы заключать брак. Может быть, если у вас были такие планы, может быть, передвинуть, но в принципе мы же эту дату обычно планируем заранее. Ну, значит, мы не будем это значение брать, учитывать, да. Так, восьмерка кубков. Что от вас хочет жизнь? Что хочет судьба? Она хочет, чтобы вы оставили в прошлом какие-то обиды, какие-то чувства, может быть, негативные, или, может быть, какие-то привязанности, потому что вам нужно двигаться в новое. Может быть, вам нужны новые отношения, может быть, новая работа, может быть, новое место жительства. И вы из-за того, что привязаны к старому, не можете двигаться вперед. Да, нужно разобраться с тем, что было в прошлом, но это и все, да, разобрались и двигайтесь дальше. То есть не нужно в этом оставаться, не нужно за это цепляться, не нужно держаться за то, что уже сделано. Нужно идти к тому, что еще впереди предстоит, потому что жизнь требует развития обязательно. Да? Восьмерка кубков у нас карта, связанная с ограничениями в чувствах, с ограничениями, может быть, иллюзий каких-то наших, да, вот мы надеялись на то, что все наладится, мы надеялись, что обязательно человек, который охладел к нам, нас полюбит снова, или что та работа, которая уже нелюбимая, она вдруг станет любимой. Нет, ничего этого уже не будет. Это просто уже не то состояние, в котором вам нужно находиться. Нужно идти дальше, уважаемые козероги. Может быть, здесь и трудно, может быть, здесь и страшно даже в какой-то мере, да, потому что мы не знаем, что впереди. Но за смелость судьба всегда подарки дарит. Благодарю вас за внимание, уважаемые козероги. Желаю вам отличной недели. Оставляйте комментарии, что у вас на этой неделе произошло. И желаю вам удачной недели. Переходите по ссылке, смотрите свой 2021 год. Всего вам доброго. Перехожу к следующему знаку. Это будут водолеи. Посмотрим, что ждет водолеев на этой неделе. Неделя с 30 ноября по 6 декабря 2021 года. Что будет положительного? Так, отлично. Что будет отрицательного? Тоже весело. И чего хочет судьба, да, совет карт. Карта сила вам выпадает в положительное состояние на вашей неделе. Это, конечно же, очень хороший признак. Вы действительно решите многие вопросы, которые, может быть, копились давно. Да? Особенно здесь хорошо проявлять смелость, принципиальность, честность. Может быть, будете решать вопросы с властью, с властями, да, с чиновниками. А может быть, у вас будет здесь повышение, вы сами обретаете власть, становитесь руководителем каким-то. Может быть, решается вопрос как раз с назначением с вашим, да. А также здесь, может быть, придется стоять за себя или, вот, допустим, вступиться за кого-то, если по отношению к кому-то применяют силу, да, может быть, придется за кого-то заступаться. Может быть, это ваши близкие люди, может быть, люди незнакомые, но вот у вас прям, вам захочется заступиться. Также здесь ситуация, когда вы будете бороться за справедливость. Может быть, вы слишком идеально смотрите на жизнь, может быть,
не видите каких-то реальных вещей, да, и вам будет сложно смириться с какой-то несправедливостью. То есть вот такая борьба может быть. А может быть, вы со своими какими-то привычками, инстинктами будете бороться и, конечно же, победите. Эта карта также влюбленности. Эта карта связана со встречей человека по судьбе, когда у вас очень хорошая совместимость энергетическая, и здесь может быть действительно дальнейшее продолжение отношений, семья, дети и так далее в будущем. Если вы уже в паре, то здесь просто такой всплеск энергии будет, когда вас будет друг к другу тянуть. Очень хорошая неделя выпадает Водолеем. Что вам не нужно на этой неделе делать? Не нужно ничего разрушать. Не нужно стараться создавать какие-то кризисные ситуации, которые потребуют потом продолжения, да, то есть вот нужно, даже если вы будете силу применять, то все равно старайтесь делать так, чтобы это было как можно менее конфликтно. Потому что если, допустим, вы здесь дадите себе волю, то может быть проблема. Вы можете испортить жизнь себе, да, разрушить карьеру, испортить здоровье или еще что-то такое очень серьезное. Вот, поэтому хорошо быть сильным, да, но все должно быть в меру и разумно. А что будет у вас в совет? Тройка кубков. Тройка кубков – это у нас карта благоприятного развития ситуации, карта веселья, радости, каких-то праздников семейных, может быть, или дружеских вечеринок. Это карта, когда появляется в нашем доме какой-то новый человек, в нашей семье может быть прибавление. Да? В общем, эта карта действительно очень такая приятная, радостная, как результат каких-то ранее предпринятых действий, да, здесь мы празднуем победу, мы сделали все, что могли, мы очень довольны тем, что происходит в нашей жизни. Вот единственное, о предостережении не забываем, да, ничего не делать такого, что может впоследствии нам навредить. И тогда все будет в порядке, потому что эти карты, конечно, очень хорошие, солнечные, веселые. Вы станете для кого-то прям вот центром притяжения, уважаемые водолеи, на этой неделе, в это время. Чего вам и желаю. Обязательно оставляйте комментарии, как у вас прошла неделя. Переходите по ссылке, смотрите свой прогноз на 2021 год. Благодарю вас за ваше внимание и перехожу к следующему знаку. Это рыбы. Посмотрим, что здесь будет происходить у рыб на этой неделе с 30 ноября по 6 декабря 2021 года. Что будет положительного, что будет отрицательного. И карта совета. Очень интересные получаются карты у вас на эту неделю. И вроде бы отрицательная карта ложится в положительный стимул, да, то есть получается, что тройка мечей у нас должна вас как-то стимулировать. Вот все, что вам некомфортно, все, что вам не нравится, все, что болит, это как раз для вас стимул для того, чтобы решать вопрос, решать проблему. Может быть, нужно с кем-то расстаться, может быть, нужно с кем-то договориться, может быть, нужно стараться успеть оформить какие-то документы на этой неделе или съездить куда-то по делам, может, в командировку, да. Может быть, здесь ситуация, когда нужно выяснить отношения и как-то разумно договориться, расставить все по полочкам, да, и распределить, может быть, обязанности между партнерами. Может быть ситуация, когда кто-то вмешивается в отношения из вашего окружения, да, и портит как бы картину такую безмятежную, да. Эмоции могут выходить наверх, да, через край бить. Здесь может быть ревность, здесь может быть просто желание сказать какие-то такие крепкие, острые слова, да, о чем потом можно будет пожалеть. Но если говорить о том, что это полезно или вредно, это все-таки полезно. Пусть лучше эти эмоции выходят наружу, потому что вы таким образом сможете навести порядок
в своей жизни, в своей судьбе, в своих отношениях, в своей работе. Также здесь может быть обучение сразу в нескольких направлениях, да, вы можете восполнять свои знания, да, получать новый опыт. Также по этой карте может быть наведение порядка в документах, оформление каких-то документов, может быть, с трудностями, с задержками, да, может быть, даже со штрафами, но это все нужно будет сделать. Но такая очень сумбурная неделя, которую нужно как бы привести в порядок, да, то есть нужно обязательно все действовать, вернее, все делать под воздействием вашего разума, не поддаваться чувствам, стараться мыслить как можно более трезво. В общем, здесь сердце, видите, оно пронзено мечами, то есть эмоции должны подчиняться разуму обязательно. Что будет мешать? Девятка пентаклей. Если вы не станете решать вот эти вот вопросы, а начнете просто там вкусно кушать или тратить деньги, или еще какие-то удовольствия себе организуете, вместо того, чтобы вот этим всем заниматься. То есть просто уйдете от проблемы, да, не решите, а она усугубится, и потом будет только еще сложнее. Вот посмотрите, даже у вас карта совет – это дьявол. Может быть, вам нужно развязаться как раз с теми людьми, от которых у вас зависимость. Или, может быть, у вас есть зависимость от каких-то материальных вещей, от пищи, от, может быть, курения, алкоголя или еще чего-то. Да, вот замечательная неделя для того, чтобы с этим справиться. А также здесь, знаете, может помочь вам решение каких-то материальных вопросов. Ну, допустим, заработать определенное количество денег, может быть, какой-то проект материальный осуществить. В общем, все, что связано с тем, чтобы придать вашим желаниям форму, вот это все будет очень благотворно и будет вас поддерживать, да, делать вас разумными. Вообще карта дьявола, она не так плоха, как хороша. Просто мы неправильно пользуемся этой энергией. Это энергия осуществления наших целей, желаний, материализации, когда мы получаем новый статус какой-то, когда мы очень разумно действуем, и все наши действия направлены на какую-то одну цель. Поэтому мы и добиваемся ее, потому что не распыляемся, да. И вот как раз вот такой совет у карт. Нужно обязательно, чтобы у вас была на этой неделе какая-то хорошая материальная цель или цель в плане статуса, карьеры. Тогда вам легко будет решать все вот эти вопросы. Потому что если вы сосредоточитесь только на чувствах, вы будете страдать. Если вы сосредоточитесь на том, чтобы уйти от проблем, вы просто растранжирите как бы свои ресурсы, да, а вам желательно, конечно, взять себя в руки, сконцентрироваться на том, что для вас важно, и таким образом вот этот ваш настрой такой на что-то материальное, на ваше благо, оно вам создаст нужное настроение, и вы легко решите все свои вопросы, уважаемые рыбы. Оставляйте свои комментарии, как у вас прошла неделя, как это все проигралось у вас. И переходите по ссылке, смотрите свой прогноз на 2021 год. Желаю, чтобы неделя ваша прошла очень хорошо. И благодарю вас за внимание. Уважаемые зрители, уважаемые гости и подписчики, рада была с вами встретиться. И желаю вам, чтобы эта неделя стала для вас чем-то хорошим, да, чтобы она открыла для вас какие-то новые возможности. Будьте удачливы, будьте здоровы, будьте счастливы. Всего вам доброго, до новых встреч!